Аркам ТВ представляет заем Аллаху. Аллах в Святом Великом много раз говорит в Коране о расходовании, благотворительности. И он употребляет разные термины, чтобы описать или мотивировать верующих расходовать. К примеру, он говорит: расходуйте на пути Аллаха, сражайтесь своими деньгами и своими душами. Употребляются разные слова, но самые уникальные фразы, которые Аллах использует, и этот призыв повторяется дважды. Один раз в суре Аль-Бакара, а другой в суре Аль-Хадид. Практически невозможно понять его сразу. Аллах Азза ва Джаль говорит: кто же готов дать Аллаху хороший заем? Вот что Аллах говорит, обращаясь к любому, кто желает дать Аллаху хороший заем. Это и есть то, о чем я хотел поговорить сегодня, о чем хотел напомнить самому себе. Значение этого аята. Но чтобы начать, я хочу поделиться с вами информацией об арабском слове «кард». Оно приходит в этом аяте. Аллах говорит: кто даст Аллаху кард. И я перевел его как заем. В арабском языке есть много слов для долговых отношений. И это одно из них. Оно образуется от слова «урада», что значит и немного отгрызает от нее. Она не может испортить все, а может только отгрызть кусочек материала или же маленький кусочек хлеба. Этот маленький кусочек, которого не хватает, и называется урада. От него образовался термин кард, в значении, что у вас что-то есть много от того, что у вас есть, или все, что у вас есть. Вас просят о крохотной частичке того, что вы имеете. Это и называется кард. Идея в том, что для тех, кто вас просит, это может значить очень много. Кто-то просит у вас какую-то сумму на месяц, хотят занять у вас на месяц, и у вас есть больше денег. У вас на счете в 10 раз больше, значит, вам не так сложно предоставить эту сумму. Но она может полностью изменить их жизнь. Они могут отчаянно нуждаться в ней. Этой пищи может хватить мыши на целый день. Но для хозяина хлеба эти крошки ничего не значат. Он просто отрежет поеденный мышью хлеб, и у него еще много останется. Или останется много ткани. Итак, смысл в том, что тот, кто просит кард, просит заем, обозначенный термином кард, просто в отчаянии. И он не просит много. А у того, кого просят, есть много. И даже если он это отдаст, ему это не повредит. Это не такая большая потеря. Их не просят об огромных жертвах. Именно это слово употребляет Аллах, когда спрашивает у верующих: хоть кто-нибудь готов дать Аллаху кард? Невозможно этого понять, ведь Аллах велик, Он и славен. Вы знаете, и я знаю, одному Аллаху принадлежит все царство небес и земли. В них нет того, что не принадлежит Аллаху. По правде говоря, даже те, кого просят, мы с вами тоже принадлежим Аллаху. Наши тела на самом деле не наша собственность. Эти тела, кровь, которая течет у нас по венам, течет не от того, что мы ее заставляем течь. Сердце бьется не от того, что мы контролируем его биение. Это происходит потому, что Аллах поддерживает эти процессы, потому что Он владеет этим. Вообще-то, и то, что мы наставлены, то верное руководство, которым мы наслаждаемся, дал нам Аллах, и Аллах может забрать его. Вот тот, кто поворачивает сердца. Значит, я сам даже не распоряжаюсь своим сердцем. Я сам даже не могу полностью контролировать свое духовное состояние. Только Аллаху это под силу. И Он тот, кто просит у меня заем. Это просто в голове не укладывается. Потому что обычно тот, кто просит заем, считается нуждающимся. Он в состоянии нужды. А Аллах говорит: Аллах тот, кто не нуждается ни в чем, а вы банкроты. Вы – те, у кого ничего нет. И тем не менее Аллах просит у нас заем. Поэтому я и заявляю, что этот термин, употребленный Аллахом дважды в Коране, можно назвать одним из наиболее уникальных призывов к тому, чтобы верующие расходовали, давали, давали и давали Ему. А как ты дашь что-то тому, кто владеет всем? Как ты дашь что-то тому, кто владеет всем? Субханаху ва та'аля. И таким образом, если мы сделаем пару шагов назад и узнаем кое-что о языке Корана, некоторые ученые описывали язык Корана, и как Аллах сам говорит, в суре Каф, Он говорит: в нем мощное напоминание для любого, у кого есть сердце.
Объясню это так. Если вы читаете учебник по биологии, или по бухгалтерскому делу, или по математике, или по истории, это книга не для сердца. Она загрузит голову, но не заденет сердце. Читая книгу по физике, вы не начнете плакать. Это не произойдет, потому что те слова не написаны для вашего сердца. Они предназначены для вашего разума. Аллах говорит о Коране, что это напоминание для сердец. А когда кто-то говорит, желая затронуть ваше сердце, это совсем не похоже на речь, с которой обращаются к вашему разуму. Аллах велик он и славен, несомненно, обращается к нашему интеллекту, но делает это так, что сначала его слова проникают в сердце. Я приведу аналогию, которая поможет нам извлечь пользу из фразы Аллаха «Дайте мне заем». У всех из вас, у многих из вас до сих пор, альхамдулилля, есть особая милость – родители. И пусть Аллах хранит наших родителей, ведет их прямым путем, простит им их упущения и защитит их. А представьте, что у кого-то из вас тяжело больная мать, а отец ушел из жизни. Осталась только мать, и она очень-очень старая, едва может сама подняться с кровати. От старости у нее даже проблемы с дикцией. Было время, когда мы были беспомощны, а теперь беспомощна она. Она совсем беспомощна. И вот она подходит к вам однажды или как-то обращается к вам. Можно занять у тебя 100. Обещаю, что отдам. Она говорит вам это. Можно занять у тебя 100. Обещаю, что скоро отдам. Я не уверена, что смогу, но постараюсь. Обещаю. И что вы почувствуете, когда она это скажет? После такого мы с вами подумаем вот что. Ты же моя мама. Зачем тебе просить у меня взаймы? Ты могла бы просто сказать. И почему я не знал, что тебе требуется что-то? И даже дошло до того, что тебе пришлось просить. И даже из того, как ты просишь, можно понять, какое у тебя мнение обо мне. Будь-то я не тот, кто даст тебе от всего сердца, а тот, кто будет тревожиться мыслью. Когда теперь мне ждать возврата? Она собирается отдавать мне долг или нет? Моя мать думает, что я такой жадный? Моя мать думает, что я так помешан на деньгах, и ее потребности совсем не заботят меня? А беспокоит меня только, когда же я получу свои деньги? Когда же мне их вернут? Это серьезное оскорбление в адрес сына или дочери. Оно унижает их. Почему? Потому что теперь они знают, какое впечатление производят на мать. Мать думает, что я жадный. Мама думает, что я ей просто так ничего не дам. А лучшее, на что ей остается надеяться, что я ей одолжу денег, а затем буду ждать возврата. Мать думает, что вы вот такой жадный. Вот что получается. Когда Аллах велик он и славен говорит, «Одолжи мне». Тот, кто дал нам с вами все, что мы имеем, говорит просто «одолжи мне». Он знает, какими становятся люди. Я поделюсь экспериментом, который я много раз проводил на своих детях. Особенно на маленьких. Я знаю, кто какое мороженое любит. Я беру их любимое мороженое и сам начинаю его есть. Я ем его, ем. И вот приходит 3-летний ребенок. «Аба, можно мне его?» «Нет, тебе нельзя». «Ну можно немножечко, пожалуйста». «Хорошо, вот, откуси 2 раза и верни». Я отдаю мороженое, и угадайте, что происходит дальше. Они убегают. И если я все-таки поймаю их и спрошу, где мое мороженое, то они моментально забывают, что это не их, а мое. А тебе я на пару секунд дал подержать, и ты решил, что это твое, а перед этим они откусывают от него такими большими кусками, как никогда раньше. Потому что им хочется отхватить как можно больше. Мы люди. И когда что-то достается нам, даже во временное пользование, мы склонны забывать, что это не наше. Аллах дает, Аллах дает, Аллах дает. А иногда Он говорит, верни мне это, расходуй. И первое, что приходит нам в голову, это мое. Отдать свои деньги, отдать из своих сбережений. Я так пахал, чтобы их накопить. Ты хочешь, чтобы я отдал это? Это моя любимая вещь. Ты хочешь, чтобы я отдал эту машину? Не могу. Ты просишь слишком многого. И Аллах признает эту врожденную жадность. Аллах говорит, те, кто защитится от жадности, которая сидит глубоко внутри, преуспеют. Аллах взывает к этой жадности и говорит, что мы с вами с удовольствием оставим все себе. А если и отдадим, то будем думать, когда мне отдадут это обратно. Поэтому Аллах говорит, почему бы тебе не отдать это? Я возьму это у тебя взаймы.
тебе это сильно не повредит, ведь это только кард, кусочек того, что у тебя есть. И это подтверждает обещание посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха. Когда вы делаете пожертвования, вашего богатства не становится меньше. Когда вы отказываетесь от чего-то ради Аллаха, денег у вас меньше не становится. Это кусочек, крошечная часть, которую может отхватить мышка. И вам не повредит оставление этого. Вам кажется, что вам это повредит. А почему мы так думаем? Потому что шайтан приходит к нам и говорит. В Коране говорится, что шайтан приходит и говорит: если отдашь это, то обеднеешь. Как ты смеешь отдавать это? Ты что, хочешь быть нищим? С ума сошел? Надо быть более ответственным. Поосторожней трать. Ты что творишь? Хотя те же самые деньги легко уйдут в ресторане, когда вам захочется чего-нибудь еще. Даже не глядя на цену в меню, вы просто скажете: да-да, принесите, а 1/10 этой суммы кто-то просит. Положите $5 в ящик для пожертвований. Киньте 10. Ой, не знаю, хватит ли мне на проезд. Или не знаю, хватит ли мне, чтобы заплатить за электричество. У вас просыпается бухгалтер, но вы не были им в ресторане или когда хотели каких-то развлечений. Мы забываем об этом, но как только речь заходит о расходовании, которого Аллах ждет от нас, мы становимся финансово ответственными. Я уверен, что это хорошая идея. Одна сторона вопроса, когда Аллах говорит: дайте мне заем. Другая разница между понятием «кард» и «кардан хасана» обычно означает: я займу у тебя немного денег, но не знаю, когда смогу их вернуть. Я не знаю, будет ли это завтра или через 10 лет. А ты так щедр ко мне, что говоришь: знаешь, можешь вернуть, когда у тебя получится. Просто когда у тебя получится. И ты не будешь меня преследовать при каждой встрече, говоря: эй, где мои деньги? Ты не будешь так делать. Ты просто забудешь об этом. Когда сможешь, тогда и отдашь. А если не сможешь, тоже не страшно. Вот какое доверие и щедрость. Аллах говорит: я хочу, чтобы вы мне доверяли. Дайте мне то, что у вас есть. Дайте мне тот заем, который я у вас прошу. И я даже не сказал, что представляет собой этот заем. И я знаю, что пока вы слушаете меня, вы думаете, что Аллах просит наших денег, или что Аллах просит нашего богатства. Аллах просит нас давать садаку. Это только часть инфака. Иншаллах, как мы узнаем сегодня, в этой же самой суре Аль-Хадид говорится, что расходование, инфак, включает в себя гораздо большее. И я надеюсь рассказать об этом. И все мы должны держать в голове мысль об этом займе. Теперь Всевышний Аллах говорит нам, чтобы мы дали ему этот заем ради него. Значит, как я смогу получить его обратно? Когда я смогу получить его обратно? Я не знаю. Вы можете ответить: я получу это только после смерти, в ахирате. Я дам садаку сейчас, дам пожертвования сейчас, потрачу сейчас, а Аллах отдаст мне после судного дня. Но Аллах этого не говорил. Аллах не ограничил возврат ахират будущей жизнью. Аллах сказал: Аллах приумножит это для него. Кто бы ни дал ему этот заем, он не отплатит тем же, а отплатит многократно, приумножив то, что вы дали. По сути, это называется риба. Это называется риба. Риба между людьми харам. Если вы взяли у меня в долг 100, а я хочу от вас 200, это риба. Мне нельзя так делать. И в то же время Аллах говорит, Аллах делает риба пожертвований. Людям нельзя делать риба. Аллах делает риба чего? Пожертвований. То есть Он приумножает и возвращает их. Когда вы даете ради Аллаха, Аллах приумножает это. Лучший способ увеличить свое состояние, лучший способ увеличить то, что у вас есть в этой жизни и в жизни будущей, расходовать. Это лучший способ. Аллах обещает, что приумножит это. Он не говорит, когда именно. То есть, вы слышите эту хутбу. Не надо потом говорить: что ж, устаз Ну'ман сказал, расходуйте ради Аллаха, дайте ему заем. И я дал ему заем. Прошла неделя, но я так и не получил ничего обратно. Аллах сказал, что приумножит. И я ждал весь Рамадан, а ничего не вернулось. Прошло уже пару лет, я так ничего и не получил. Это не соответствует нашей вере. Ислам не так устроен. Аллах говорит, имея в виду, что решение, когда отдавать, остается за Аллаха, а у вас абсолютное доверие Ему в том, что Он его вернет. И не только в том, что Он отдаст, а еще и в том, что отдаст Он гораздо больше, чем вы дали. И поэтому вы никогда не почувствуете ни малейшего чувства утраты. Мы разбираемся в бизнесе.
Многие из присутствующих бизнесмены. И в бизнесе вы должны вложиться и только потом ждать денег. Это то, что приходится делать. А когда вы вкладываете, всегда есть риск. Риск в том, что, может, я получу ту же сумму обратно, но надеюсь заработать побольше. А может, я потеряю все или потеряю половину. У людей бывает целый склад товара, который они не смогли продать. Когда Аллах говорит «дайте мне», Он гарантирует, что вернет ваше вложение. Возврат гарантирован. Проблема вся в том, что Он не говорит когда и не говорит как. Он не говорит когда и не говорит как, потому что когда мы с вами расходуем, может случиться так, что мы дали денег, а Аллах даст взамен здоровье. Может, вы дали денег, а Аллах даст вам взамен гармонию в семье. Может, вы дали одно, а Аллах даст вам что-то гораздо более ценное. Что-то такое, что вы не могли купить. То, за что вы никогда не смогли бы заплатить. То, о чем вы всегда мечтали. Часто люди держатся за деньги, и из-за пристрастия к деньгам у них в жизни все эти проблемы, от которых они не могут избавиться. Проблемы, когда самые близкие люди причиняют больше всего боли. Никакого душевного спокойствия, бессонница, высокое давление, все эти проблемы. Можно пойти к доктору, и он попробует прописать какое-то лекарство. Но источник проблемы не в этом. Это только последствия, симптомы, которые вы снимаете. А в чем же причина? Откуда стресс? Откуда тревожность? Что мешает вам спокойно жить? Аллах говорит, Он тот, кто помещает спокойствие в сердца людей. Он тот, кто его не спосылает. То есть, когда мы отдаем то, что мы получим обратно, может быть нематериальным. Может, это будет что-то более стоящее, чем материальные блага. Может, защита, может, наставление, может, даже и деньги. Но чего стоят деньги по сравнению с тем, что может предложить Аллах? В суре Аль-Бакара Он говорит, но Он просит еще кое-что. И чтобы поделиться этим с вами, поскольку близится завершение этой хутбы, поговорим, что же мы должны расходовать, и свяжем это с наступившим необыкновенным месяцем. Аллах в этой же суре говорит, расходуйте из всего, что оставил вам Аллах. Позвольте объяснить это простыми словами. Истихляф означает, я приведу пример истихляфа в моей семье. Я выходил из дома, мне нужно было заправить машину. Я оставил 2 сыновей дома. Мальчики, остаетесь за главных. Смотрите, не пускайте никого. Делайте так-то. Проинструктировал их и ушел. И по сути, эти мальчики могут полностью распоряжаться домом в ближайшие 20 минут. Если они его сожгут, или вернувшись, я не узнаю этого места, все это на их совести. Я им доверяю. Не ставлю скрытые камеры, просто оставляю их. И они могут делать все, что им заблагорассудится, что бы они ни сделали. Иногда это значит не просто уйти и оставить кого-то заниматься своими делами. Иногда кто-то дает вам что-то. Кто-то говорит, я уезжаю, присмотри за моей машиной. И дают ключи от нее. Представьте теперь, у вас есть ключи. Вы можете водить ее, делать все, что захочется. Вас оставили с этой машиной. И вы можете делать все, что захотите. Аллах говорит, я хочу, чтобы вы расходовали из всего того, чем я вас наделил, и за что сделал ответственными. Чем же Он наделил меня, и за что сделал ответственным? Он дал мне язык, глаза, это тело. Он не просто дал мне имущество, Он дал мне разум, дал мне время. Он дал мне столько всего, и Он просит, я хочу, чтобы ты вернул мне из всего этого. Если Он сделал вас энергичными, то Он хочет этой энергичности. Если наделил талантом, то хочет таланта. Если наделил интеллектом, то хочет, чтобы вы его применяли. Чтобы вы применяли